Хлопзеква, айфираджи губа информация тежимта амшикшара. Иахьа адунеи акирсиан хаҵаҩцәа иазгәарҭоит ицқьо аԥшьаша аԥсуаа ари амш чачхадыл ҳәа иашьҭоуп. Мшаԥымза зеижәырза атәылақәа жәпак рҿы инхо акирсианцәа иазгәарҭоит ижәытәӡоу зегь реиҳа ихадоу аныҳәа амшаԥы. Аха сынтәа даҽа аамҭак еиԥшымкәа анцәа дхазҵо ауааԥсыра ԥышәарак ирзаҩызахеит коронавирус аламырҵәаразы ауахәамақәа рахь анеира мап ацәкразы ирылаҳәо аԥҟарақәа. Ҳаԥхьа ишьҭоу аныҳәа ду аламҭалаз Аԥсны Аиаша Ахаҵаратә Уахәама амаҵзуҩцәа Аԥсны Жәларахь аԥхьара ҟарҵеит. Коронавирус аҽацәыхьчаразы ауааԥсыра ирылаҳәо аԥкрақәа ируакуп акульттәи обиектқәа рҭаара мап ацәкра. Ус еиԥш иҟоу аамҭалатәи алагала иқәныҟәоит атәылақәа жәпакы. Акирсиан динхаҵаҩцәа аӡәырҩы рхы ирыкәша-мыкәша иҟоу ауааԥсыра ирызхәыцны ауаажәларатә ҭыԥқәа ирҭааӡом, ачҳара рԥшны иныҟәаӡом ауахәамақәа рахь. Аныҳәа ду амшаԥы аламҭалаз ҳтәылауаа рахь ааԥхьара ҟаиҵеит Аԥсны Аиаша Ахаҵаратә Уахәама аиҳабы Абба Сариан. Мшыш, абри зегьы шәҽалашәахәра бзиоуп, аха иҟоуп иахьатәи аамҭа аҭагылазаашьа. Ишаҳуа зегьы ижәдыруеит ачымазара. Ачымазара захҟьаз уи амӡырра иахҟьаз Паса исысҳәаз еиԥш, аха уи захҟьаз ауаҩытәыҩса иара имчымхара рацәоуп. Имӡырра иахҟьама, игазара иахҟьама, изахҟьаз уи ҳазцаз инапы иануп. Ауаҩытәыҩса иԥсҭазаара иқәгылоуп иҟаиҵаша, иҟаимҵаша. Иахьа убас иқәгылоуп азҵаара ачымазаҩцәа, аҳәынҭқарра анцәеиҭшьоуп, ауахәама ашә шаркаҳа рымҳәаӡеит. Аха иҟоуп иахьатәи аамҭа ачымазара ишмызҩу, илкааны измоу ачымазара уааи, уара уныҳәа еицәоу уақәшәарҳа уи ҟалар ҟалаӡом. Ишмызҩу дааины иара ичымазара даҽа аӡәы ишҟа иисыр уи гәнаҳара дуӡӡоуп. Убри азаҳа шәазхәыц, зхы агәыбзиара аманы избо, уи анцәа шәиныҳәа аха акгьы хәҷык ичмазаҩны иҟоу шәҽаанкыланы, шәазхәыцны, игәаҭаны ари ирҳәо акаҟарыҳәа ыҟоуп рымҳәои, ирҳәо азыӡырҩра аҭахуп. Шәмааин ҳахырҳәаз умааин. Амшаԥныҳәа акирсиантә динхаҵара иатәу ныҳәоуп. Уи Анцәа ду иԥа Иаса Кьырса игәаҟреи ауаа рыгәнаҳақәа рхыхразы аџьар икыдҵара ирышьҭахь ибзахара аԥсцәа рахьтә игылара ахҭыс ауп изызку. Ари аныҳәа адунеи иқәынхо акирсианцәа зегьы рзы акрызҵазкуа хҭысуп. Аха ҽкы ишьақәнаргылаз аҭагылазаашьа еилкааны ауааԥсыра рхы еиҷаҳара хәҭоуп. Сегодня непростое время, и у нас непростая обстановка. Исходя из этого, мы обращаемся и хотим предложить, рекомендовать людям, которые находятся в зоне риска заболеваемости какой-то, которые чувствуют недомогание, которые какие-то непонятные есть явления, у которых температура повышена или простудные заболевания. Воздержитесь, пожалуйста. Мы надеемся и верим, что это не последняя Пасха и не последнее богослужение, что этот период сложный пройдет, и будет у нас время, и будет у нас возможность, и мы будем вместе собираться и все причащаться святых Христовых тайн. يحبرك يلحق كي يزيد الطوبة حاكم شرجانا خلا يلحق كي يزيد الطوب حجانا خلا كذا تكون أساس خطال يسحب بريوب أبري أبخي شاي وزير حيد هو خامو كنت في عشب كهرادة يمي باحقود هرسي أحسن كذا تكون بريوب هرادة أمشي مخارز ما ذكر خينيخو أدري أمس خديم حوزر قالود يزمدر كيلو شندقة زر قالود خاك زمو ذكر خينيخو أخو شكوجي نوح وخنلو بينسو شان زيتسود أخو شكوجي جرسوت شجوب يوازر خوشيك بس شخان كلنا يقاشتا.
Абжьааԥны ақьырсианра ныҟәызго аԥсуаа амшаԥны ҳәа ауха ауахәама ҿимҩаԥысуа анцәа имаҵзура ҳархала дырхәоит шарԥазынӡа, уи аамышьҭахь дара ачгареиҵалеижьҭеи раԥхьаӡа акәны ичгачысым агьама рбот. Аҽкы аҽацәыхьчаразы ишьақәыргылоу аԥҟаррақәа инарықәыршәаны сынтәа ауахәамақәа рҿы анцәа имаҵзура еснагь еиԥш ауаа рацәалархәны амҩаԥгара ҟалаӡом. Иахьатәи аамҭа ҳҭагылашьа жәдыруеит. Абаз бахәаԥшыр иазҵааит иануҳәа абаз уҿануп, Кесар ҳәа изахьӡыз ҩыт аиҳабыра Кесаритәы ишәҭиҳәеит анцәа, анцәа ишәҭ. Убригьы шәазхәыцны, ҳҳәынҭқар иахиҳәааз шәазхәыцны, ауахәамагьы иадҳәалан иҟоу ақәармаҵамақәагьы шәазлеины, аныҳәақәа ҳаԥыло ус анцәааит. Аԥсуа қьырсиан динхаҵаҩцәа иныҟәырго аҵасқәа зегь мап рыцәкны иргәыҵастәуп. Анцәа дхаҵалатәым ҳәа акәӡам иаанаго аҳәынҭқарра анапхгара иҟарҵаз аамҭалатәи алагалақәа. Урҭ ҳтәылауаа рыбжьара излауала аҽкаламырҵәароуп хықәкыс ирымоу. Это великий праздник проходит в этом году в особых условиях. В условиях опасности распространения болезни, которая может охватить все наше общество. Поэтому наше правительство делает все возможное, чтобы локализовать эту опасную болезнь. Но не ждите указаний кого-то сверху или откуда-то. Всем известно, что эта болезнь передается в результате прямого контакта от человека к человеку. Поэтому ограничьте, пожалуйста, свои выходы из дому. Самоизолируйтесь. Прежде чем выйдете из дома, вглядитесь в глаза своих детей, своих старших и соизмерьте свои убеждения и необходимость выхода от них с той бедой, которую вы можете привести. И подумайте, стоит ли вам делать этот шаг. Что касается Пасхи этого дня, смерти боятся все, конечно. Боятся все. Но есть категория людей, которые больше смерти боятся отказа от Христа. Для них двери церкви всегда открыты. Службы будут вестись нашим священством в штатном режиме, безусловно. Но те, которые могут посчитать возможным остаться дома, вот обращаемся к вам с вашим убеждением, к вашему сознанию. Проявите, пожалуйста, эту сознательность и останьте, ограничьте себя. Не подвергайте своих близких, особенно людей, которые находятся в зоне риска, своих детей, той опасности, которая на пороге нашего дома. Анцәа дхазҵо ауаҩы икәша-мыкәша егьахҭыс мҩаԥысуазаргьы, иара ҳаиҳазымчу иахьимоу агәрагара ԥсыҽхаӡом ҳәа иԥхьаӡоп. Нас иаанагом Аԥсны иқәынхо ақьырсиан динхаҵаҩцәа ишьақәгылаз аҭагылазаашьа иахҟьаны, ишашьцылахьоу еиԥш амшаԥны ҳәа иазку амаҵзура рҽаладырхәырц ауахәамахь изымнеир, Анцәа ихаҵара рцәыӡуеит ҳәа. Ари азҵаара доусы ихаз аҭак ҟаиҵароуп. Амра Зарандиаԥҳа, Руслан Орлов, Аԥсуа телехәаԥшра. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик обратилась к гражданам республики с призывом воздержаться от посещения религиозных мероприятий, так как массовое скопление людей может быть опасным для жизни и здоровья прихожан и стать причиной распространения коронавирусной инфекции. Данная инфекция, которая сейчас во всем мире бушует, не выбирает ни возраст, никого либо не делит на своих или чужих. Поэтому возможность переосмыслить вообще отношение к причастию, которое стало для нас привычным и легким делом, это и есть испытание, которое сейчас нам посылает Бог. Так российские католики и иудеи праздновали Пасху дистанционно. Верующие участвовали в богослужениях Страстной недели и Пасхи через интернет. Я тоже обращаюсь ко всем верующим с просьбой воздержаться от посещения храмов и все богослужения, особенно в городе Сухум, прошу провести без прихожан. Можно прибегнуть к средствам громкоговорительной техники, установить ее за пределами храма и общаться с верующими дистанционно. Также прошу не приходить в данный период в храм за причащением, так как это основной путь передачи коронавирусной инфекции, которая передается или через прямой контакт с загрязненной поверхностью, через поцелуи или через пользование одним предметом с больным человеком.
На данный период в мире достаточно много примеров, когда именно во время проведения различных богослужений один человек являлся источником массового заболевания большого количества людей, находящихся рядом с ним. В адрес Сухумской православной церкви написано предписание о предотвращении массовых собраний верующих на Пасху 19 апреля. Я точно так же прошу вас выполнить эти же требования в Республике Абхазия. Ачима зрачка коронавирус инам адына хатула ауапсыра рах абхара қайцайт апсына ахунткара пасватви ахада Рауль Хаджимба. Ачима зрачка хамтазы хаджияра яджуб макяназы иилкам уи амчхак зипшахо. Ария вируса пұрқуарызы вакцина апцам хубриағнып ятахуба хыхчара ачыпхакра уезы абхара қарцойта хаким цуи, политик цуи рейпш, ерубаса кирсяндин хацара амац азызвоги. Апсына ахадайна пынцакуназыкдзо Валерий Бган батула ауапсыра ачима зрарацуихчара заиғайца Бымтакуратшан уртзыге алцшакурымуп уи дырзабыргуит яхьязахтуладжа ичмазы юхазырхып хязара амаджра. Убриан ихатуб хадуней зыге ялацваза вирус макяназа хшызым яйц. Сгугуитым шапымза юявих парзимя бгахуапсна хада ҿыц инаугурация ачтахьки ихацырква аусмя бгатква ирыцҵахапҳәа. Адунеи акирсианцәа зегьы амшаԥныҳәа ду аламҭалаз аӡбымҭа рыдыркылеит амшаԥазы аԥшьаҭыԥқәа зегьы раркразы. Убри аамҭазы ауахәамақәа рмазуцәа аныҳәарақәа мҩаԥыргоит аԥшьаҭыԥқәа рҿы рыда. Саргьы ауааԥсыра рахьааԥхьара ҟасҵоит ҳаҩны иаанхаразы, аныҳәарҭаацәа рыгәҭаны иазгәарҭаразы, анцәа иҳаиҭаз ҳаԥсҭазаара аиқәырхаразы ҳәа азгәаҭоуп Рауль Ҳаџьымба иҟаиҵаз ааԥхьараҟны. Аполитикат партия амцахара Аԥсны ауааԥсыра иааиуа амшаԥы рыдныҳәало аԥхьара ҟанаҵоит акоронавирус иахҟьаны атәыла аҩныҵҟа иалагало аԥҟарақәа рықәныҟәаразы. Акирсианцәа рзы амшаԥы ауахәаматә ныҳәа хыдоуп. Ишаԥу еиԥш ари амш аҽны хыԥхьаӡара рацәала акирсианцәа рхы рыладырхәоит аԥшьаҭыԥқәа рҿы имҩаԥысуа аныҳәарақәа. Аха уажәы аҽкы чымазара акоронавирус аԥырҟәҟәаразы атәыла аҩныҵҟа иалагало ахыԥхьакра инамадын аполитикат партия амцахара акирсиантә динхаҵара мҩаԥызго ауааԥсыра рышҟа аҳәара ҟанаҵоит мшапазы япу аԥҟарақәа рықәныҟәаразы. Один из главных христианских праздников – Пасху православные всего мира будут отмечать уже в это воскресенье. Как правило, в этот день и в течение всех предшествующих Пасхи 40 дней верующие активно посещают храмы. Таким образом, церковь может стать очагом коронавирусной инфекции. К примеру, по данным Национального центра информации о коронавирусе, в Израиле почти каждый третий заболевший заразился в синагогах. Насколько опасно во время карантина посещать религиозные мероприятия, разбиралась Эсма Гуланзе. Во всем мире вводят ограничительные меры на посещение культурно-массовых, в том числе религиозных мероприятий. В Италии все церковные службы проходят без прихожан и транслируются в прямом эфире. Константинопольский патриарх закрыл свои храмы по всему миру. Иерусалимский прекратил службы в храме Гроба Господня. Московский патриарх призвал верующих не посещать церковь и молиться дома. Публичная религиозная жизнь во всем мире перешла в телеэфир и интернет. Празднование католической Пасхи, прошедшее несколько дней назад, тоже претерпело серьезные изменения. Папа Римский провел воскресную мессу в Ватикане. Кроме него в базилике Святого Петра только несколько священников и певчие. Пасхальная месса в Иерусалиме тоже прошла при закрытых дверях. Архиепископ в своей проповеди подчеркнул, что в праздник унынию не место и что следует во всем видеть благо. А творят его те, кто жертвует своими жизнями, спасая других. В знак солидарности с медиками знаменитую статую Христа Искупителя в Бразилии с помощью подсветки одели в халат врача. Совсем скоро Пасху будут отмечать и православные христиане. В эти предпраздничные дни в абхазском сегменте интернета развернулась полемика на тему посещения церквей. Часть общества негодует, что люди продолжают посещать богослужения. Ведь основная часть прихожан – это пожилые, которые как раз и формируют группу риска. Им возражают те, кто отказывается подчиняться запрету. Они упорно заявляют, что заболеть, принимая причастие, невозможно. Конечно, нельзя насильно заставить человека не приходить в храм. Однако молитва, совершенная дома, не утрачивает своей силы и значимости. И тем более не
не отдаляет от Бога. Осознавая это, верующие не проявляют слабости, а поступают сознательно ради безопасности своих ближних. Как гласит отрывок из Библии, благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Эсма Голанзе, Абхазское телевидение. Члены Общественной палаты Абхазии обращаются к гражданам с убедительной просьбой отпраздновать священный праздник Пасхи дома, руководствуясь рамками строгого карантина. Как отмечается в обращении, это не уменьшит торжественности пасхального настроения и позволит соблюсти предосторожности, необходимые для борьбы с коронавирусом. Члены Общественной палаты обращают внимание на историю, случившуюся в Киевско-Печерской лавре, где не приняли вовремя необходимых мер предосторожности. На сегодня на территории монастыря зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом, что составляет 1/6 от общего количества зараженных в Киеве. С этим же диагнозом госпитализирован и сам наместник лавры митрополит Павел. В обращении также отмечается, что в условиях Абхазии можно организовать онлайн-трансляцию пасхального богослужения, что позволит верующим сохранить единство переживания великого праздника. За минувшие сутки в России выявили 3448 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство из них в Москве. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса. Выздоровели 2304 человека. 232 пациента скончались. В Краснодарском крае количество зараженных за сутки увеличилось на 21. Все пациенты контактировали с ранее заболевшими. Таким образом, COVID-19 подтвердился в крае у 260 человек. А как чувствуют себя граждане Абхазии, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и есть ли в республике новые подтвержденные случаи заболевания? Сейчас последние новости из оперативного штаба по защите населения от коронавируса. Здравствуйте. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции продолжает свое вещание. Ситуация на 16 апреля следующая. Все 3 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция продолжают получать необходимое медикаментозное лечение. 2 из них находятся в центральной районной больнице города Гудаута. Их состояние с положительной динамикой. Пациент 1925 года рождения находится на самоизоляции. Состояние без отрицательной динамики. За последние сутки тестированные прошли 5 человек. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден. Уважаемые граждане, в очередной раз обращаемся к вам с просьбой соблюдать режим чрезвычайного положения и без острой необходимости не покидать свои дома. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поздравил Арайка Арутюняна с избранием на должность президента Республики Арцах. В поздравлении, в частности, отмечается, что оказанное лидеру республики высокое доверие соотечественниками свидетельствует о твердой поддержке народом курса Арайка Арутюняна на совершенствование независимых демократических институтов власти и гражданского общества, обеспечение стабильного социально-экономического развития, укрепление позиции Арцаха на международной арене. Валерий Бганба выразил уверенность в дальнейшем развитии и укрепление двустороннего сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Арцах. После введения в Абхазии карантина и чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса в республике закрылась большая часть предприятий, и некоторые люди оказались в очень тяжелом положении, лишившись работы и ежедневного заработка. В такой ситуации особенно уязвимы малообеспеченные слои населения. Чтобы оказать поддержку нуждающимся гражданам, объединились многие предприниматели, бизнесмены и волонтеры. 15 апреля в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поступил необычный звонок от семьи Тарасовых. Пожилые люди не просили о помощи, а напротив, сами изъявили желание помочь. Подробности в репортаже Сарии Кварцхелия. Здесь вот компоты, соки, мандариновые соки, разные другие соки, варенье персиковые, ну там всевозможные. Творить добрые дела и помогать друг другу сейчас особенно важно. Семья Тарасовых, Лилия и Николай – одни из тех, кто не смог остаться в стороне. Пожилые люди приехали в Абхазию из Питера 11 лет назад. В этой непростой для всего мира ситуации супружеская пара решила оказать свою посильную помощь тем, кто в этом нуждается. Лилия и Николай передали координационному штабу по защите населения от коронавируса домашнюю консервацию, чтобы раздать ее малоимущим и многодетным семьям. Услышали обращение, что нужно помочь, не то что нужно, а у кого есть возможность помочь малоимущим. И инициатором был мой муж Николай Тарасович. Вот. Он сказал, говорит, у нас всего
много. Мы уже пожилые люди, сладкого много не едим. Давай поможем людям. И вот в этом, собственно говоря, так у нас все это началось. Несомненно, такой поступок не просто полезен, но и пример, который воодушевляет и заставляет поверить в великую силу и единство всех поколений перед лицом любой опасности. Данная гражданка позвонила на наш номер телефона. И в ходе беседы поначалу нам показалось, что нужно ей оказывать продовольственную помощь. Ну, по окончанию разговора она сказала: вы, молодые люди, неправильно меня поняли, я сама хочу оказать помощь нуждающимся сегодня. Для нас это было удивление, потому что люди такого возраста, в связи с последними ситуациями, то есть они все обращаются за помощью, и чтобы кто-то изъявил желание из пожилых о показании продовольственной помощи, это, конечно, редкий случай. Вот. А также хочется выразить огромную им благодарность и сказать, что это пример всем примером в плане того, что сегодня в наших условиях, оказывается, можно не только требовать о помощи, а еще оказывать эту помощь. Небольшой жест доброты иногда стоит больше, чем величайшее намерение. Что для многих кажется пустяковым, привычным делом, будь то поход в магазин за продуктами или вынос мусора в условиях распространения коронавирусной инфекции, для пожилых становится опасным для жизни действием. И каждый из нас может сделать небольшой, но очень весомый вклад, помочь пожилому и одинокому, а также многодетным и малоимущим семьям. Как оказалось, жители нашей страны проявляют небезразличие и участие в этой сложной ситуации. Доказательство этому – семья Тарасовых. Сария Гварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В Абхазию прибыло 60 тонн гуманитарного груза из Ростова-на-Дону от абхазских предпринимателей братьев Сеченава. В поставку вошли продукты питания для многодетных, малоимущих семей, а также для семей инвалидов и ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Репортаж Алики Трапш. В период борьбы с коронавирусной инфекцией граждане нашей республики, проживающие на территории Абхазии и за ее пределами, пытаются помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Абхазские предприниматели, братья Сеченава, проживающие в Ростове, не первый раз оказывают помощь своим соотечественникам. Так, в преддверии светлого праздника Пасхи предприниматели прислали 3 грузовые машины с продовольствием, которые будут розданы многодетным малоимущим семьям, а также семьям инвалидов и ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Мы так хотели сделать, чтобы всем было приятно отпраздновать пасхальные праздники, потому что наш народ всегда привык достойно отмечать этот праздник. Продукты там наименования небольшие, но в тоннажах они на самом деле большие, потому что это чисто пасхального направления. Там яйца, допустим, на Пасху покрасить, сливочное масло, подсолнечное масло, сахар фасованное, мука фасованная, макаронные изделия и тому подобное. Хочу, пользуясь случаем, поздравить всех с пасхальным праздником. И пусть никогда у нас больше не будет войны, и что мы никогда не нуждались ни в чем. 60 тонн продовольственной гуманитарной помощи будет распределено между нуждающимися семьями Гагрского и Гудаутского районов, а также подопечными благотворительной организации «Кяраз». Получив на сегодняшний день в количестве 20 тонн продуктов, мы также будем распределять по социально уязвимым семьям. У нас каждый день обновляются списки по всем районам Республики Абхазия. На самом деле это большая поддержка для нас, для нашей благотворительной организации. Хотел бы поблагодарить братьев сеченавцев в лице старшего брата Валеры, который оказывает уже не первую помощь Абхазии в гуманитарном грузе. В Гагрском районе в списке нуждающихся в помощи более 300 семей. Распределять им гуманитарную помощь будет отдел соцобеспечения Минздрава. Огромная благодарность – это наши земляки, 3 брата, которые находятся в Ростове, Динар, Дмитрий, Михаил. Очередной раз прислали груз, 3 машины. 1 машина остается в Гаграх, другие распределяться по Абхазии. В данной ситуации груз, который сейчас остается в Гаграх, не работники администрации будет заниматься отдел социальной защиты. У них есть списки. Списки согласованы с главами администрации. К сожалению, списки были ранее меньше, сейчас они увеличились, но это не упрек никому. Ситуация действительно сегодня идет к тому, что есть люди, остались без работы, без зарплаты, и есть сегодня кому необходима помощь.
После отправки гуманитарного груза к месту назначения исполняющий обязанности главы администрации Гагарского района Владимир Дженя и избранный вице-президент Бадра Гумба приехали в село Гарб, где проживает бабуся Сичинава, мама братьев Сичинава. Владимир Дженя и Бадра Гумба выразили ей благодарность и признательность за воспитание патриотов страны. Михаил, Динар, Арей, Вачкон, Часух, Шубзиге, Уси, Хостузиге, Азер, Кассаз, Ан, Итуб, Халахар, Таху, Вахидкара, Ахзела, Бадра Зураби, Побрадгилу, Зиге, Ахзели, Гуамчик, Бзир, Аман, Шалара, Дара, Зитабу, и Шухтону, Гушакшад, Стегилаш, Маншалах. Абриат Хорара, Кеха, Ачкун, Чейкорцо, Карацина Кот, Цхара, Гибашус, Комладзит, Аришад, Зароб, Шари, Шипстазары, Гулгана, Бреджиба, Ишбаз, Шарашзима, Цараугзим, Арежиба, Пулаз, Ибзирана, Ариз, Пулаз, Авара, Чаюб, Абриат Хора, Рейхорцаз, Ехата, Шацпхадзихню, Дерза Гриб, Соук, Бризахан, Табу Пашахар, Таху, Шараши, Шишир, Рыгам Концегайцат, Ишхолца, Забзира Шуксад. Аквамчишимана, Кобзира Шимана, Шуажлар, Шбизшарква, Зимаца Журнико, Шицхаргула, Шейлыркава, Тенчракало, Цадузи, Хайца, Лобхала, Халиргета, يحبركوزي شمزرقة حلم ستة تسيحر حقو بحشي كورغو شايد كلش غلط أبركاتريك غلط أكوبزيريك غلط. Предприниматели братья Сичинава и впредь будут оказывать всяческую поддержку и помощь своим соотечественникам. Алика Трапш, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Еще одну поставку защитного снаряжения и расходных материалов осуществила в Абхазию ПРООН. На этот раз в поставку вошли 4300 респираторных масок, 1000 костюмов биозащиты, 11 тысяч пар нитриловых перчаток, 110 защитных щитков, 1300 литров антисептика для рук и дезинфекторов, предназначенных для использования в медицинских целях, а также 188 литров жидкого мыла. Данная поставка общей стоимостью 40 тысяч евро была профинансирована Европейским Союзом. Прибывшая партия является третьей поставкой, организованной ПРООН с начала нынешней пандемии. Таким образом, общая сумма помощи, оказанной до настоящего времени, составляет около $100 тысяч, включая средства, поступившие от Агентства США по международному развитию и из основных фондов ПРООН. Все три поставки были осуществлены при содействии совместного координационного механизма ЕС-ПРООН, созданного в 2010 году при финансировании ЕС. Аква хадзы канала дырразлагана зуала уаха цхагуэнэй наркана вазра асад жанза акалак зыдаян хойд адзыначтыгат станция хададжи егала завода юракуираххена. Адзыр птанкыла хойта хаблачы цэвжут хаблы адыга курмёдуэ вием аюдат би ахтайржа. Ярубас адзыру зумакалак ягу яцына куанхарта юнкухыхпи рейха галаква. Станция шбаха яо бачадара. Оврен атруба ква тыцот хуш миллиметра яо аш миллиметра яо хуш миллиметра яо аш миллиметра яо еренасосная юнесха убра чазера пи пчизера ясварка хаз адзыко пи хнарбадзом вахая анкона вот шимтанза адзыт кой ахвалет хаяхпархага замуа насосная юнесха пи хаа убра сварка адзату ераус ба ахпа сато паха убра адзанка рацюпа зигра хайлоко точко عاد وبري زود وبريزنها أسات فرقانون زي حيت خمسخان أخذها هالقا زي يدوك حسود. وجام شتي بشخو. أحوجات في زلارة حوالة وترب سنيا خاتنا قامش بزي خود وخنا خبا جبات شنلا جبا جوف جرادوس بخار خود تمشن زوان درجة جرادوس غو. أبريالا تجمع تأخر كشوبانيست بهاي بشرغنزة.